Ассаламу алейкум. Приветствую зрителей информационной программы «Неделя». Меня зовут Ислам Ершов, и вот о чем мы расскажем сегодня. В Грозном открылась самая большая аптека на Северном Кавказе. Наличие сертификатов качества и условия для клиентов проверил лично Рамзан Хаджи Кадыров. Дворец спортивной борьбы в Грозном будет носить имя легендарного Бувайса Расайтиева. Решение об этом принял глава республики в ходе инспекции по стройплощадкам столицы. По поручению главы региона школе хафизов в Знаменском подарили новый автотранспорт. Его приобрел региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. О литературном наследии народа, культуре и традициях в Грозном представили сборник поэзии на чеченском языке «Нохчелла». В республике отметили Международный женский день 8 марта. Теплые слова по этому поводу звучат в первую очередь в адрес наших дорогих матерей. В этот день многочисленные поздравления приходят в адрес президента регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Аймани Кадыровой. Первым же свою маму по традиции навестил и поздравил глава республики. Подробнее в сюжете Хавы Ахмадовой. Аймани Несиевна с самого утра принимает поздравления от самых дорогих гостей. Поздравить ее с 8 марта глава республики пришел вместе с семьей. Рамзан Хаджи Кадыров, как любящий сын, выразил искренние поздравления в адрес Аймани Несиевны. Он пожелал ей довольства Всевышнего, здоровья и всего самого светлого и прекрасного. Поздравить Аймани Несиевну прибыли руководители силовых ведомств региона и командиры специальных подразделений во главе с заместителем председателя правительства Чеченской Республики по вопросам взаимодействия с силовым блоком Абузайдом Мисмурадовым. Вместе они передали ей главный символ этого праздника – букет цветов. С теплыми пожеланиями к Аймани Несиевне и всем представительницам прекрасной половины человечества обратились чеченские чиновники. Сегодня в такой прекрасный весенний день хочется пожелать в первую очередь Аймани Несиевну и всех наших женщин с праздником весны, с праздником женщин. Самое главное – здоровье, согласие в семье. От всей души желаю всем нашим женщинам. У нас этот праздник, как вы знаете, отмечается в республике и 8 марта, и День чеченской женщины. Это 2 дня в году приходятся такими прекрасными. Сегодня вы видите, погода какая. Такая же прекрасная, как наши чеченские женщины. Председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов также выразил свои поздравления Аймани Несиевне. Он отметил ее долгий и плодотворный труд на благо региона. Также с Международным женским днем поздравили Хавсу Кадырову. К родным, близким и односельчанам присоединились видные общественные деятели, чтобы выразить свое уважение и передать самые теплые пожелания.
В Чеченской Республике 8 марта – это день особой благодарности чеченским женщинам, пережившим тяжелые времена и сохранившим веру в мир и процветание. Хава Ахмадова, Имам Юсупов, Аслам Исхаев. Неделя. В Грозном состоялось официальное открытие очередной аптеки сети Дарба Фармаси. Широкий ассортимент лекарств и товаров здесь представлен, в том числе и препаратами исламской медицины. В числе первых посетителей крупнейшей на Северном Кавказе аптеки был и глава региона, которого сопровождали мэр столицы Хасмагомед Кадыров и вице-премьер Анвар Усманов. Подробности далее в сюжете. Совсем недавно открылась новая аптека в центре Грозного. Она относится к общей сети Дарба Фармаси и является самой большой на Северном Кавказе. Площадь помещения составляет 1300 квадратных метров. Здесь, помимо традиционных лекарственных препаратов, имеются товары исламской медицины, а также качественное спортивное питание. Об этом главе региона рассказывает заместитель председателя правительства Анвар Усманов. 1300 квадратных метров полностью исламской медицины, спортивное питание, также фармацевтика, полностью здоровье связано с что всего 9000 разновидных товаров медицинских. За последние несколько месяцев открыли 4 подобные аптеки. К концу года планируют открыть свои двери еще 11. Глава региона подчеркивает важность качества предоставляемого товара. За последние 3 месяца и последующим до конца года я складу исламской медицины шарик часть. Качество лекарства. Да. Самое главное. В наличии есть большой выбор товаров исламской медицины. На все препараты имеются необходимые сертификаты качества. За границей взяла, тоже у нас имеются сертификаты. Аптека работает круглые сутки. Есть разделение на мужских и женских фармацевтов. Помимо этого, имеется и доставка на дом. 24 часа как и все другие аптеки, да, и раздельное обслуживание. Доставка есть, легкое преимущество, что ж. Единый концепция аптек. Там иетваш масу аптеки уч кайчту кан уч лерве шоптаг попчуаша геом юцан масу исламский медицин уч не современный даже порцио коляски передавали ну я на коляске что там порции шайк май почу. В завершении Рамзан Хаджи Кадыров выразил благодарность всем, кто причастен к реализации такого значимого проекта, как Дарба Фармаси. Ислам Иршов, Артур Хациев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. Республиканский центр спортивной борьбы в Грозном будет назван имени великого спортсмена Бувайсара Сайтиева. Об этом объявил глава региона в ходе инспекции по объекту. По его словам, это грандиозный проект, в котором смогут не только тренироваться, но и проводить турниры международного уровня. Также Рамзан Хаджи Кадыров посетил еще несколько крупных стройплощадок столицы. Об этом наш следующий сюжет. Рамзан Хаджи Кадыров выехал с инспекцией в Республиканский центр спортивной борьбы. Все работы здесь почти завершены, и скоро он откроет свои двери. Объект будет назван в честь трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева. Это уникальный комплекс, который предоставит все необходимые условия для тренировок спортсменов, отмечает министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмад Кадыров.
Следующий объект в списке инспекционного выезда – это мечеть на 5000 верующих. Она строится по проспекту имени Мухаммада Али. Святыня располагает 5 минаретами. Каждый из них будет назван в честь достойных сынов чеченского народа – Хасайна, Юсупа, Рамзана, Алхазура и Абу-Бакра. Это герои, погибшие в ходе покушения на Ахмата Хаджи Кадырова в 1998 году. Завершилась инспекция посещением нового района Грозного, который будет носить имя президента России Владимира Путина. Здесь работы идут ударными темпами. На первой линии уже начали облицовку домов. Также для комфорта жителей будет создана вся необходимая инфраструктура. Это образовательные, медицинские, спортивные и культурные объекты. Все работы идут согласно установленному графику, отмечает Рамзан Хаджи Кадыров. Он поблагодарил всех задействованных в строительстве таких масштабных проектов. Ислам Ершов, Ибрагим Батаев при содействии пресс-службы главы правительства Чеченской Республики «Неделя». В Грозном состоялась встреча уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике Мансура Салтаева и помощника главы региона, министра по национальной политике и внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева с родственниками жителей республики, обвиняемых по делу о перестрелке в московском офисе Валберес. Обсуждались вопросы законности задержания и обоснованности обвинений. Ахмед Дудаев подчеркнул, что для властей региона важно обеспечить объективность и прозрачность расследования в полном взаимодействии со всеми заинтересованными лицами. Мансур помощь с правозащитной точки зрения, с информационной точки зрения, еще информационное сопровождение. Комплексно было решилось. Главное, поручение По данным следствия, 18 сентября 2024 года группа лиц, включая уроженцев Чеченской Республики, попыталась обеспечить доступ в офис Валбереса, владельца компании Владислава Бакальчука. Но их не пустила охрана. В результате конфликта произошла перестрелка, в которой погибли 2 человека, еще несколько получили ранения. Родственники задержанных утверждают, что их близкие на месте происшествия оказались случайно и на момент задержания не были знакомы друг с другом. Они также отмечают некорректность обвинений, в которых не указано, какие именно действия совершили задержанные. Проверка документов, для выяснения автозакча. После этого из ситуации даюли хаба ваши автозакча куш ищцаню они свелу вообще всего 13 человек юкатин выше цатек бинуа цан масяна цатер уголовный делу церда что 5 цан. И когда урен бал выдел тикса бал арволя форму махайла тибал арвал يتعوض تيجاله تاقرش يستغلاش تشرب على وشنا عيد دوش يتسمو شادوش راس جوا بنا الله حنا الشابر طبيعنا انت تشاور شو تصود موسس لقبه تاعته شو كسر ما عندوش بس بابا اروا لربي
все, что обахкуш. В лингвистической школе прошло совещание под председательством министра образования и науки Чеченской Республики Хошбауди Даева. В нем приняли участие руководители муниципальных органов управления образования и педагоги. Обсудили проект прочтения для развития читательской грамотности, а также внедрение новой системы оценки качества образования. Не совсем обычные встречи, совещания пригласили именно учителей, в отличие от тех совещаний, которые мы обычно проводим. Вы знаете, мы проводим с руководителем образовательной организации, с директорами школы. Я в первую очередь искренне хочу поблагодарить Институт развития образования за ту, особенно последние, в частности, особенно последние дни, созданную и реализуемую коммуникацию, где созданы сообщества, группы, чаты, в которых вы можете задавать вопросы. Министр отметил, что проект прочтения помогает развивать функциональную грамотность и уже дает положительные результаты. Мы считаем, что здесь вот этот проект, который мы назвали «Прочтение», если при грамотной, правильной реализации этого проекта, мы ждем от него хороших результатов. Более того, есть школы, целые районы, в которых по итогам уже первых нескольких месяцев есть определенный результат. Даже родители скидывают нам хорошие результаты изменений своих детей. Учителя разделились у нас чуть-чуть на два лагеря. Это часть учителей, которые одобряют, и часть, конечно же, здесь подчеркивают, жалуются на увеличивающуюся нагрузку. Прежде всего, нужно сказать, этот проект, прежде всего для нашей школы, он пилотный проект. Школе хафизов имени шейха Усмана Хаджи в селе Знаменское по поручению главы региона передали новый автотранспорт. Такой подарок им сделал региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В официальной церемонии принял участие советник главы Чеченской Республики, генеральный директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Адам Шахидов, а также представители местной администрации и духовенства. شيخ عثمان حجي أرخ دار درجة لق وقيلي زيد القيلي تعيله سنت أرخ شولش حافظ شكوله حجرة عدو قتشوا قرآن والله شو دال ديكن بيقن بولتنا سو اشتبركتي شيء سوغت تحوشه قد حجرة وحدا حكيت نادو قزاح باش بولش وبيلوشنا يشتغل شو منا حافظ يشتغل شو منا يايتن شيء مشانيو اشتوي فونديرا Также Адам Шахидов прошелся по учебным кабинетам и осмотрел условия. Напомним, что школа хафизов в селе Знаменское открыта недавно. Всего здесь обучаются 80 муталимов. قطعنا ويمخ عربيش ديش عليه ذروي يلاها عبيش ديش عليه ذر شو دعوة يقول يشتغل وعلى خابل وبيجا بال وخجر غلقنا يش ماشي شروي طبعا ويفوندو وين شيء ماشي علينا تقول إن الله داري ودخل شيء ده قاعد وشندي دخل أحمد هندي ده غاز صوب ده غوب صاير. Директор Департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями Аслан Абдулаев провел встречу с сотрудниками «Газпром» Межрегионгаз Грозный. Богослов рассказал о ценности священного месяца Рамадан. Он также ответил на их вопросы и подчеркнул, что пост – это духовное очищение и спасение человека. شيء إذا قلت وشرح يقي خنا يدين كونسبسي بدخون راستن وسبيتانيو плане реализации единой концепции ويا دحوش بلغشتو مصر министерство шка ведом шка вузы шка сузы шка дحوش بلغشتو ويمحك دي عمر موضوع الجا ناخ قيبريح ناخن قوش قاش تبلريح قهيك الله تودلن عمر دو. Бизнес и власть. Прямой диалог. Ифтар с таким названием состоялся в Грозном. На нем собрались представители власти, общественных организаций и предприниматели. Обсуждались актуальные вопросы сотрудничества. Добавлю, что встречу инициировало Чеченское региональное отделение организации «Опора России». Бизнес ифтар олш олшхту мардас республика предпринимательство. Хасанин Аллах дал дикен сбихом бойл دال مرحبا ديرين شرح دول الله دال ومرحبا تحقية من شرح دول دال جشت شرح دول أخا قزعوش خات بناخ أخا تعتبر ما تلش رازن بيزنس منش بو ثاني مرزو يوسش ثاني أخا شيء مولش مرها داس درت الله خوش خاتره سندلت أخا خوش تيجي أرجن زواتين شن الله دال دي كان سبيخن بول.
Сокровище поэзии. Диалог с наследием Физули. Завершился международный онлайн-конкурс, посвященный 530-й годовщине со дня рождения знаменитого азербайджанского поэта Мухаммада Физули. В творческом соревновании участвовали 80 человек из 4 стран мира. Это Россия, Казахстан, Азербайджан и Индия. Победителями во многих номинациях стали представители нашей республики. Встреча с ними и другими участниками прошла в Департаменте по взаимодействию с религиозными и общественными организациями, где их наградили дипломами и памятными подарками. Сейчас у нас время весьма непростое, и для этого, для всех нас важно объединение народов, вне зависимости от религии, от нации, от места даже проживания. Вот в нашем конкурсе участвовала студентка медицинского института из Индии. Она с радостью отозвалась для участия в этом конкурсе, Зубейда Анут. И мы ее тоже сегодня наградили. Поэтому очень важно уделять внимание все-таки духовному развитию наших детей, наших подростков. Я всегда очень ответственно пытаюсь отнести к каждому конкурсу, начиная с выбора стихотворения. Для меня это очень важно. Также мне важно, как я расскажу это стихотворение. Я пытаюсь проживать этот момент. Всегда пытаюсь донести до читателя мысль, которую хотел нам передать автор. Я готовилась к этому конкурсу около месяца. Очень переживала перед съемкой, но после того, как я рассказала, я поняла, что все эти переживания были зря. Союз писателей республики представил долгожданный сборник поэзии «Проза на чеченском языке» под названием «Нохчелла». Книга повествует о литературном наследии чеченского народа, его традициях и обычаях. Презентацию посетили общественные деятели, журналисты и известные литераторы региона. Ешер хидер, йогер хидер, инец качи, дена дирбох волгавич, хызгил кшдау дитerdош, кигичан мудачи, кузага, юзля йогер меткалиас, дица что, лул кула, де хош, не хош, киеч эмна получаст, муссу эу, хирмеш получа, дица шка. В сборник вошли художественные и поэтические работы, а также знаковые фрагменты из книг чеченских классиков Абузара Айдамирова, Магомеда Мамакаева и Арби Мамакаева. В книге также представлены произведения современных литераторов, посвященные национальной культуре, нравам и адатам. Киншо мехал киншкю хунд элчим нохча гилкахлат нохчалахлат кикишдо чурен масал иет сварт тумдуксига. Это были все новости к этому часу. Спасибо, что были с нами, и до встречи.